Ее имя в переводе с тюркского означает «утренняя роса». Она родилась и выросла в Турции. Абхазка из древнего княжеского рода Маршан. Зовут ее Шебнем. Уже много лет Шебнем живет в Абхазии. По профессии она архитектор. Училась и работала в Турции, затем в Италии. И сегодня она сотрудничает с мировыми брендами. Шебнем признается, что раз приехав на историческую родину, влюбилась в Абхазию на всю жизнь. В эфире абхазского телевидения передача «Насып Шкваква». Здравствуйте. Шебнем, бзела фиабейт. Шебнем, вам удобно говорить на русском? Да, будет удобно говорить русском, потому что мой абхазский есть, мало, я думаю, не хватит, не будет понятно. Конечно, русский тоже не очень хорошо, но я надеюсь, будет понятно все. Я уверена, что зрители нас поймут. Это было. Ну, научились вы русскому уже здесь, в Абхазии? Да, и здесь. Ничего не знаю было русский. Я никогда не делаю, занимаюсь регулярно, потому что мне времени не было, работа тоже 1 месяц туда, 1 месяц Истанбул, 1 месяц другой город. 2 раза я начинаю курсы, 2 раза оставить. Ну, я думаю, телезрители нас простят и простят с удовольствием. Я сейчас, извините, если неправильно говорю, я извиняю. Какими языками еще вы владеете? Я английский знаю, итальянский знаю. Замечательно. Шебнем, расскажите о своей семье. Они реально традиционная абхазская семья, потому что они очень сильные, держат рода. Мой отец очень любил эту литературу, очень читает, очень пишет, тоже, как наша история тоже он пишет. А по профессии кто ваш отец? Мой отец занимался полезным ископаением бизнеса. Историю тоже писал, он много читал. То есть занимался историей? Да, он любит литературу. Мама тоже классическая абхазская женщина. Мама тоже сильная женщина. Она работает, она мастерская была. Фамилия Козапха, Козба. Мама говорит, это Арзымба Козапха, они молочный брат. Ага, да, как я думаю, мама, он Гечепха. Потому что они не делают брак другой нации. Они все абхазские женятся. 2 старшие сестры есть. Наш есть 3 племянника. 3 все мальчики. Старшая они инженер физика. И я. В каком городе вы родились? В Эскишехир. Половина Истанбул была, потому что моя мама рода Истанбул тоже. Моя бабушка Истанбул была, мой тетя Истанбул была. Мы каждое лето Истанбул, Эскишехир, мы родилась как. Ваши родовые земли дал Цабал. Да. Ваши предки, князья Маршан, вынуждены были уехать из Абхазии в XIX веке. Расскажите, как махаджирство отразилось на вашей семье? Вот что вы знаете? Отец приблизительно каждый день, потому что он говорит, дал, забал, это наш род, наша земля, это середина, где рак Кодор и дал. Он это говорит. Он тоже каждый день аккуратно жить, потому что твой род, твой кровь. Не забывайте, что вы абхазы, да? Да. Мне нужно аккуратно, полностью. И когда мы гуляем, когда мы говорим, когда контроль, все нужно было. И старшие люди, они каждый день думают об сыне. Я знаю, мама тоже говорит это. Наше поколение и легче было. Старшая переживала, они думали об сыне. Тоже, когда ты далеко до твоего рода, я думаю, еще сильно держит. Да, еще сильно держит твой традиция, твой семья. Почему они делают много контроль, я думаю. Потому что я посмотрю туда, они еще легкие жить. В чужой среде пытались сохранить традиции и передать их вам. Наше правило очень сильное было. То есть строго воспитывали?
Ну, например, в чем эта строгость заключалась? Мой мама рядом старший мой дяди, мой бабушка, она никогда не сидела, никогда не говорила. Мой папа, мама, они вместе не выходят. Меня съедет этот стол, если гости есть. Меня говорила, они не забери руки на дети, если есть гости, если есть старшие, потому что это хашароб было. Твои руки, ты забери твои дети, это рядом. Держать детей на Держать руках. дети, Да. да. Еще много есть. Ну, а ваши сестры, вы сами соблюдали эти традиции, находясь там? Да, моя старшая сестра еще сильнее. Абхазский тоже она хорошая говорит. Я, конечно, маленькая сестра, и мне легкий было. Я тоже еще чуть-чуть закрыта была. Вас больше баловали, больше свободы, видимо, все-таки. Да, да. У вас есть генеалогическое древо? Да, есть. Приблизительно начинает с 17 века. Мой отец делал это. Потом моя старшая сестра, потому что когда они делают дерево, мой отец и сестра, они каждый день работают. Мой отец читает полностью, моя сестра делает все графика. Сейчас наше дерево приблизительно 300 лет видно. Что вы слышали от отца про свой род? Что вы еще слышали, например? Как сильный мужчина был, как Физически физически сильный, характер сильный. И потом, как они жить, женщина как красиво была. Потом много историй есть, конечно. Шебнем, а вы гордитесь тем, что вы княжеского рода, или как-то равнодушно к этому относитесь? Вот честно. Мама тоже, отец, они не говорят, ты маршан, потому что ты... да, мне нравится было кавказский кровь, это абхазский кровь, потому что когда школа была, я другое, не одинаковое, как мой друг. И они вопрос, я не турецкий, я абхазский, мой кровь другое. Да, мы думаем это, потому что мой папа тоже дал, и мама тоже дал. Это это не ты марша, не ты. Гордились тем, что вы абхазы. Женщина, да, ты наш кровь, ты наша фамилия, ты нужна правильно человек. Я поняла. Я надеюсь, я попробовала. Вы учились в Анатолийском университете по специальности внутренняя архитектура. Затем переехали в Италию, окончили в Милане магистратуру, работали в Милане, работали во Флоренции. Расскажите, над какими проектами вы работали? Я в Милане не работала, потому что Милано мне очень нравится, потому что я посмотрю, какая архитектура я хочу работать. Один, это Флоренция была. Почему я после магистрации я приехала в Флоренцию, я жить 3,5 лет там, и я работаю архитектор Элио Ди Франко. Он очень хороший архитектор был. И тоже как слушалась, потому что я позвонит он. И никто не ответит в студию. И каждый день я миллион раз позвонила. Потом гуляют эта улица, звонок делает. Потом один день телефон он ответит. Я говорю, я хочу работать, я хочу познакомить. Он говорит, давай, среда приехал. Я не могу подождать. В вторник я еще раз гулять была, я еще раз звонок я делала. Не терпелось все-таки побыстрее попасть к нему. Я думаю, он не офис, он открыт. Потом он говорит, я не могу подождать. Завтра я приехал, мы познакомим. Потом я посмотрю мою работу, что я делаю. Он говорит, завтра начинает. Он одна была. Он одна работает, было очень красиво, старое здание. Потом среда начинает работа. Он мне попробовал, он дал
урок, он дал другой проект, он понимает. После 1 месяц уже я Привыкли? привыкла была. Ну, вы упорная женщина. Если я поставлю Цель? цель, да, я делаю. И всегда добиваетесь, Всегда, да? да. Потому что я люблю мою работу. Это дизайн я люблю, не только архитектура. Потому что первое я хочу, мода тоже мне нравится была. Я делаю много эскиз. Дизайн, чертеж мне нравится. Тоже, если я хочу, я делаю. Да. Над какими проектами вы работали? Над офисными? Да, офисные жилы, да, мы делаем. Историческое здание тоже мы проект делает. Как если другой проект, Это в Италии? это в Италии, да, это в Италии. Другой проект, выставки, престижные выставки, Pitti Immagine Filati, Pitti Bimbo. Каждый год это exhibition мы делаем, потому что это Pitti Immagine, почему престижные, важные выставки. Они презентация делают, мода, какая цвет нужна, какая ткань нужна. Это как мода-сектор выставка. Мы делаем много работы, каждый год это мы делаем. Потом это другая работа, больница Кареджи. Это больница Кареджи, мы делаем большой проект. Потом много магазин, шоурум. Хороший проект мы делаем, мы хорошо работаем. То есть, как архитектор, вы были востребованы, и тем не менее, через несколько лет вы вернулись в Турцию. Да, я вернулась в Турцию. Это, я думаю, эмоционально было. Если я думаю, логика, нужно стоять, работает Эльо, потому что он много хочет. Нужно было остаться в Италии. Да, он много хочет, он не хочет оставить меня. Меня эмоционально было. Я говорю, Что вас именно потянуло назад, обратно в Турцию? Семья или просто среда вам там не... Семья важная, да. Семья была, потому что я много далеко стоит, 4-5 лет далеко была. Потом я думаю, где я надо жить, туда надо начинать, и вернулась в Стамбул. Ну, и там вы стали работать в Турции. Да. Быстро начинает работать, много проектов делает. Ну, и параллельно с этим вы стали заниматься виноделием. Да. Производством вина, брендингом, дизайном этикеток. Расскажите об этом. Когда я жила в Италии, мне интересно много вино, гастрономии, виноград, вино, график, дизайн, этикетна, дегустация зал, полностью. Я работаю каждый угол это вино. Это мне нравится. Ну, и опыт какой-то получили, конечно, и в основной профессии этот опыт вам... Да, так другой жизнь была. Да. Приблизительно 6-7 лет работает. Шебнем, когда вы впервые приехали на родину предков, в Абхазию, вы вспомните, пожалуйста, эти дни, расскажите о своих ощущениях. Как это было? Это очень эмоционально было. Мы приехали в 2019, вся семья вместе мы приехали. Моя старшая сестра раньше приехала была. Она очень нравится была. Потом каждый день это зеленый другое Абхазия, воздух другое Абхазия. Потом вся семья. Была в восторге от Абхазии? Да. То есть сестра вас уговорила? Да, уговорила. Потом мы делаем программу, все сестра, мой дядя, сын, брат, дети. Все полностью 10 человек. Мы приехали. Я ничего не видел, потому что ночью приехал. Вы знаете, это время самолет только ночью было. Потом никто не видит, познакомить. Только вы приехали в отель, мы спать, отдыхает утром, начинает. Мама меня, ушел в балкон, я посмотрит, я говорю, мама, мой кровь, кости, я чувствую. Нужно дом забирать.
Потом я думаю, что мы делаем, как мы делаем. Нужно дома туда. Здесь остаться. Да, здесь остаться надо. Ну и дальше? Дальше мы познакомить много людей. Потом каждый обед, когда они говорят «Чача», я плачет была. Когда они говорят «Абхазия», я плакала. Потом, когда я вернулась... А почему? Почему? Я не знаю. Я очень эмоциональна была. Я не знаю. Что вы испытывали? Опять-таки, какие именно чувства? Попытайтесь описать эти чувства. Это реально я не знаю. Я тоже имею вопрос. Почему? Почему я приехал сюда? Что я делаю сюда? Много вопросов. Богу, пожалуйста, ответил я, что я делаю сюда. Я тоже не знаю. Это реально только эмоционально было. Это по-резюме. Bunu ne zaman konuşsam ağlıyorum. Ну, и я всплакнула немного. Вы сентиментальная женщина. Да. В общем, решили остаться здесь, жить здесь, открыть свою архитектурную студию. Вы решили, и в 2015 году в Сухуми вы открыли студию дизайна и архитектуры Шебнем Мингю. Расскажите, какие здесь у вас проекты? Это не только студия архитектура, тоже наш шоурум есть. Потому что когда мы думаем открыть офис, мы посмотрим, и я думаю, мы думаем, это будет хорошо открыть один красивый мебель, шоурум. Потом эта идея приехала, мы добавить шоурум тоже. То есть в этом помещении еще и Да, магазин. да. Магазин и продаете офис. Эксклюзивные вещи. Да. Офис вместе работает. Наш мебель есть, освещение есть, декор. 1 год назад тоже мы добавили детская мебель. Признаюсь, у вас очень уютно. Вы сами создавали эту красоту? Да, я делаю. Я люблю атмосферу. Я люблю атмосферу, я люблю амбианс делать. Тоже, где я жить, мои глаза хочет видеть красиво. Вы эстет. Да. Ну, у вас есть покупатель? Да, есть. Наверное, нелегко было адаптироваться к местной среде. Другая страна, непривычная, пусть даже родная, другое общество, мало родных, знакомых. Ну, все надо начинать с нуля. Возникали проблемы? И какого рода? Начинать нуля я много раз делаю. Может. Это меня не тяжелое, потому что это, я люблю это начинать, новые идеи. Мой большой проблем это язык был. Сегодня тоже одинаковое. Потому что я думаю, если язык я знаю хорошо, будет другое. Все мой жить будет другое. Да, конечно. Первое еще легкое было. Потому что первый я все, эйфория голова была не такая. работа была, я Абхазия, что я счастлива была, первый я не Первое понимаю, время. что это трудно. Потом, когда жить, да, я понимаю, и люди что говорят, это как трудно, люди, как будет трудно, работает. Да, я жить много другой истории. Я думаю, много раз закрыть это офис. Мне тяжелое было. Я думаю... Ну, кроме языкового барьера, какие еще были проблемы? Вот в чем были трудности? Я думаю, коммуникация. В Турции тоже есть плохие люди. Туда тоже есть.
Абхазия, я думаю, полностью хорошая. Все люди, как Но люди везде люди, в как любой наша стране. старая история, как они сильные, хороший характер. Мы познакомить другой. Реально я сильно работает. Истамбул тоже. Когда я работаю, я команда большой проект, я команда большой групп, я сильный. Но туда без хорошего языка, без познакомить, я как студентка была. Я тоже, я боюсь, если я делаю плохое, это Абхазия, если они не понимают плохое. Я много блокажей делает. Вы же понимаете, что человек везде человек, в любой стране, какой бы он ни был национальности, никому не чужды пороки людские, и достоинства могут быть, и недостатки у всех. Но вы, наверное, идеализировали просто абхазов. Да, это трудно. И несмотря на проблемы, у вас не возникало желания бросить все и уехать обратно в Турцию? Много раз думает это. А что вас удержало? Я не знаю, потому что я попробовала закрыть тоже. Я продала полностью, я пустой офис я делает, потом после 1 год еще раз начинает. Я не знаю, много раз я думаю, почему я сюда, почему открыть этот офис, я нужно закрыть, я реально трудно было. Я сюда, мне работает, офис открыт. Что вы меня здесь до держит, сих я пор. не знаю. Что вас держит все-таки? Не знаю. Я не знаю. Я люблю мой офис. Атмосфера очень красивая. Я много работы дал это, много эмоций дал это место. Я думаю, каждый раз, когда думаю закрыть, говорю, жалко, еще раз попробуем. Сейчас у меня есть 2 дом-проект. Один большой, как древний дом, рядом с Сухум. Я сейчас еще спокойно работаю. Я не держу много, я стресс тоже, я не хочу. Наш офис. Вам комфортно и уютно все-таки? Комфортно, уютно, да. Наша зона, я живу там действительно комфортно. Да. Шебнем, как вам архитектура Абхазии? Что вам нравится, что не очень? Что бы вы изменили, например? Конечно, Абхазия очень красивая география. Старая архитектура тоже очень сильно красивая, мне нравится. Новая архитектура я не хочу критиковать, потому что это проблема есть, каждый город есть. Новые здания, они испортили характер города. Да, стиль нарушается. Да, нарушается. Это, конечно, не хорошо, но трудно решить все проблемы, делает полностью правильно. Это трудно. Почему я не хочу критиковать? Потому что все город одинаковые. Новые здания полностью без душа видно. Почему старое здание мне нравится? Почему пропорция правильно? Материал хороший материал. Это руки работа, это хорошая. Это высота, ширина полностью это делает, да, рядом что есть, они организуют. Почему старые здания? Не только Абхазия, Италия тоже, Истамбул тоже. Они вид лучше. Да, мне нравится. Тоже характер есть. Да, я согласна с вами. Новые здания нужно делать, потому что я понимаю, дома надо, место надо, надо аккуратно. Шебнем, сегодня вы продолжаете реализовывать свои проекты в Абхазии, как мы уже говорили, также работаете в Турции и Италии, да, если я не ошибаюсь, часто туда ездите, сотрудничаете с брендами мировыми. Турция у меня есть проект, да, делаю. Турция тоже не сложно, потому что половина Абхазия, половина Турция живут. Мало проектов я делаю. Но сейчас один большой отдыхает дом проект есть, Турция. Италия проект сейчас нету.
Много брендов есть, мы работаем, я визитка делаю, да, каждые 3 месяца один раз я поеду. Другой европейский бренд, полностью мы работаем. Все европейские хороший бренд мы работаем. А также вы планируете открытие нового архитектурного офиса на Эгейском побережье Турции, в Ассосе. Да, это новая идея. Не новая, последний 1 год это была идея. Потому что Истанбул сейчас жить, это работает сложно. Вы знаете, много людей, много трафик. Все трудно, потому что Истанбул интеллектуальные люди еще поедут в другое место, еще спокойно, еще зеленый, еще море, эта зона приедет. Это Асос, мой отдыхать дом тоже есть. Эта идея приехала год назад. Потом думают, Истанбул мало работает, Асос будет лучше. Сейчас новый офис, ремонт делаем. Ага, уже идет ремонт, да? Да, уже идет. Когда я еду, организую интерьер тоже. Потом начинаем, я думаю, после Нового года. Ну, желаю успехов. Оглядываясь назад, вы бы хотели что-то изменить в своей судьбе? Ну, например, выбрать другую профессию или и что-то еще в личной жизни, может быть? Я думаю, нет. Нет, мне нравится, профессия тоже мне нравится. Но первое я думала, как мы говорим, это мода, дизайн тоже я думала. Я начинаю тоже. Внутри архитектуры все есть. Если глаза работают, хорошие глаза есть, все дизайн может делать. Материал, мебель, проект, мода. Я дизайн люблю. Если еще раз я приеду, я могу делать это моя профессия. А в личной жизни что бы вы поменяли? Например, если бы вам пришлось бы отмотать назад пленку. Да, это, я думаю. Я думаю, нет. Нет, сложное тоже было, да, трудное время тоже было. Но нет, потому что это может, это делает меня ошибным это жить. Потому что я, как было, оставим. Вы не семейная? Да, это у меня дети нету. 3 племянника есть, я люблю, я как половина мама. У вас был супруг? Было, да, было. Он сейчас плачет, но давай, не делаем это вопрос. Потом я начинаю плачать. Но он трагически погиб. Да, он тоже кабарде был. Ах, он кабардинец? Давай, это другой вопрос. Ваше имя в переводе означает «утренняя роса». Очень романтично. Вот Да, говорят, да. имена влияют на судьбы людей. Вы как считаете? Мое имя мама дал, потому что я очень маленький. Я не знаю, я люблю Шебнем. А ваш характер соответствует вашему имени? Ну, Да, думаю, нет. половина. Думаю, нет. Потому что мой характер – это другой угол. Это Противоречивая вы по да, натуре. это трудный тоже. Сильный, но очень эмоциональный. Я не знаю, мягкий, но очень трудный. Твердая. Да. Это я тоже не делаю баланс. Ну, вы женщина. Да, да. Как наши абхазы сохраняют семейные традиции в Турции? Как это было в вашей семье? Вы отчасти сказали. Трудно было сохранить традиции в чужой среде? Я думаю, не трудно было, потому что они другой акыт, но полностью абхазский акыт они жить. Моя мама тоже говорит, мой тетя тоже говорит, они турецкий не знают было.
когда начинает первая школа, потом они начинают читать турецкий. Они только абхазский говорила. Моя мама тоже очень хорошо знает, мой папа тоже, отец тоже знает было. Они жить вместе, потому что они держат эту традицию, потому что они далеко до рода, она нужна сохранилась, они дети, традиция. Они сильные традиции, сильные абхазские люди. Понятно. Шебнем, а абхазские женщины отличаются от турецких? Конечно, они другое. Я думаю, другое. Видно. Абхазские женщины мне нравятся. Турция, кто живет, моя семья тоже, моя мама, сестра, посмотрю рядом. Все они сильные. Они характер есть, красиво. Давайте продолжим тему, поговорим о современной абхазской женщине. Какой вы представляли себе абхазскую женщину до приезда сюда? Местную, я имею в виду. Местные. Они мне нравятся. Они свободны, у них есть талант. Только традиция, конечно, надо держать, потому что сейчас мы живем в другой мире. Это Инстаграм есть, интернет, это потому что молодой человек уже другой идея, другой жить. Мировоззрение. Да, будет трудно. Традиция, если сильная традиция, надо держать. То есть вы считаете, что мы должны сохранить и приумножить свои традиции? Да. Я думаю, это наша сила. О каких именно традициях вы говорите? Что именно из всего нужно не потерять, а сохранить? Язык, рода, семья, география, акыта, земля. Это полностью. Наш богатство это. Если не делаем, не знаем это, все мир одинаковые люди, одинаковые женщины, одинаковые волосы. Ассимилируемся. Одинаковые, да. Это, я думаю, неправильно. Вы должны свою идентичность сохранить, аутентичность. Сейчас это важно. А что для этого надо сделать? Мама важная. Каждая семья это мама организует. Если мама характер организует. Наша передача называется «Насып шкваква». Вы понимаете смысл названия? Я понимаю, что это поэз Ковка шкваква. Это слова из известного стихотворения нашего великого классика Баграта Шингба. Вот, позволю себе процитировать. «Лара, насып шкваква, апсуап хюзба, кофта шкваква». Да. Шебнем, что для вас счастье? И после 2 года мое счастье все другое. Первое здоровье. Мое здоровье, моя семья, кто любит это здоровье, меня важное. Если здоровье есть, я счастлива. Когда я работаю, я счастлива. 2 года назад я другой думаю. Сейчас все будет хорошо. Если здоровье, я буду счастлива. 2 года назад вы были счастливы, но по-другому. Да. Когда был рядом супруг. Это тоже, потому что я понимаю, один день есть, один день не было, ничего не важное. То есть вы пересмотрели свою жизнь, и какие-то ценности, может быть, у вас поменялись после смерти супруга, получается? Да, потому что это быстро было. Полезем. Я не хочу вас расстраивать, но хотела бы и зрителям объяснить. Вы сказали, что раньше я была другой, вот как-то, чтобы и зрители поняли, почему вы были другой и что случилось. Ты понимаешь, когда твой рядом один день есть, один день нету, ты понимаешь, это все неважное, ничего не важное. 2 года назад я работала много, ночи, день, все нужно правильно, хорошо. Твой рядом, ты любишь один день есть, человек. Ты посмотришь, завтра утром он нету. Это жить быстро может идет.
Сейчас я спокойна. Я спокойна. Почему? Первое, здоровье. Кто я люблю, они здоровье, моя семья, моя мама, сестра, мальчик, здоровье. Это Хорошо. важнее. Важны люди родные, важно, чтобы они были рядом, Да. а все остальное, и работа, может быть, уже на втором плане, и материальные какие-то блага, Материально они не не важны. важно жить. Нужно хорошее, чисто, до сердца. Ты не можешь жить только материал хочет это. Я думаю, эмоции важные. Можно ли сказать, что вы заново учитесь жить, или это слишком громко сказано? И учитесь быть счастливой? Да, я думаю. Сейчас другое попробую. Другое жить я попробую. Да. Конечно, будет лучше. Но эта эмоция, это минутка. Ты не можешь все год, каждый день счастлива. Ты не можешь. Конечно, один день будет меньше. Грустно, будет, да. Да, эта эмоция только минутка надо понимать. Слава Богу, мое здоровье хорошее, счастлива. Есть планы? Есть планы, я работаю, я люблю. Все. И живете в Абхазии? Да, это Но вы не тоже. собираетесь обратно. Полностью жить в Абхазии? Нет, конечно. Я приеду, потому что Стамбул тоже моя семья есть, и мой другой Италия, моя работа есть. Жить, половина года я в Абхазии, да. Сейчас я не оставлю. Посмотрим. Благодарю вас за беседу, и от нашей творческой группы желаю вам больших успехов во всех начинаниях. И тобой. Спасибо огромное. Дорогие телезрители, у нас в гостях была известный архитектор Шебнем Маршан. Всего вам доброго, смотрите нас, с нами всегда интересно.